В эфире игра «Ума палата». Сегодня заработать 100 тысяч рублей собрались школьники. Однако прежде чем задать вопросы телевикторины, я хотел бы предложить вопрос из курса истории за 9 класс. Итак, знают ли наши сегодняшние игроки человека, который боялся кошек, но любил шляпы и имел их в своей коллекции более 200 единиц? А когда он видел уснувшего на посту солдата, то не наказывал его, а вставал на его место. Подсказка: этот человек стеснялся своего небольшого роста и полноты. Думаю, наши сегодняшние участники знают ответ на этот вопрос. А пока познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Тихонов Александр, 10 класс физико-технического лицея имени Ларионова. Захаров Феликс, 10 класс, также ФТЛ имени Ларионова. Александр, вопрос о человеке, чью биографию изучают в 9 классе, я хочу адресовать именно вам. Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Я скажу Наполеон Бонапарт. Ваш ответ принят. Скажите, пожалуйста, разумеется, ответ был правильный. История относится к числу ваших любимых школьных предметов? Можно сказать, что да. А какие предметы вы все-таки назовете в числе своих самых любимых? Своих самых любимых я, наверное, назову алгебру и обществознание. Неплохо. Точные науки и науки гуманитарные. Ну что же, Феликс, скажите, пожалуйста, а зачем вы пришли на сегодняшнюю игру? Во-первых, меня позвали, и мне также хотелось бы получить новый опыт в интеллектуальных играх. Раньше такого опыта не было? Раньше такого опыта у меня не было, и это мой первый раз, в принципе, на телевидении. Ну что ж, желаем вам удачи. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы заработать 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, начинает в нашей игре отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Феликс, вы получили преимущество. Это означает, что вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь правила нашей игры. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Феликс. Итак, первый раунд. Феликс, назовите город невест. Пас. Иванова. Александр, автор картины «Грачи прилетели». Пас. Феликс, сколько в 3 десятках простых чисел? 27. 10. Александр, где находится город Баден-Баден? США. В Германии. Феликс, именем какого математика названа прямоугольная система координат с перпендикулярными осями? Евклидова. Рене Декарта. Александр, как называется мыс, который является крайней северной точкой материковой России? Мыс Дежнева. Мыс Челюскин. Феликс, какая страна имеет форму сапога? Италия. Верно. Александр, у какой страны не прямоугольный и не квадратный флаг? Это Катар. Непал. Феликс, где находится гора Олимп? Греция. Верно. Александр, какой итальянский ученый произнес фразу «и все-таки она вертится»? Пас. Галилео Галилей. Феликс, назовите столицу Литвы. Вильнюс. Верно. Александр, на территории какого современного государства находится Трансильвания? Румыния. Верно. Феликс, улица, на которой жил Шерлок Холмс. Пас. Бейкер-стрит. Александр, второго по размерам пингвина называют королевским, а как называют крупнейшего? Великий. Императорский. Феликс. По чьей инициативе был открыт первый в России университет? Ломоносова. Верно. Александр, что такое чихуахуа? Собака. Верно. Феликс, какой драгоценный камень при сгорании становится просто сажей? Алмаз. Верно. Александр, кто автор известной детской сказки о Щелкунчике? Чайковский. Гофман. Феликс, при этом царе появился табель о рангах. Петр I. Верно. Александр, назовите теорему, которая позволяет находить корни квадратного уравнения без вычисления дискриминанта. Виета. Верно. Феликс, экваториальное созвездие. Пас. Орион. Александр, из какого произведения эти строки «Карету мне карету»? Горе от ума. Верно. Феликс, в какой стране кошка является священным животным?
Турция. Египет. Александр, у этого духового время вышло. Я не успела закончить вопрос. Хуже, чем контрольная по истории. Да. Первый раунд завершен. И общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего за первый раунд я задал вам 23 вопроса. При этом Александр дал 4 правильных ответа, а Феликс 6. Александр, скажите, что вам давалось трудно? Какие вопросы показались вам наиболее сложными? Вопросы на общий кругозор. А кроме вопросов, что-нибудь вас еще смущает? Может быть, скорость, темп, волнение, первый раз? Скорость смущает. Но будем стараться отвечать поскорее уже во втором раунде. Феликс, сейчас вы побеждаете своего соперника. 6 правильных ответов. Как вы думаете, во втором раунде удастся показать результат чуть получше? Ну, я попытаюсь ответить правильно на большинство поставленных мне вопросов. Ну что же, давайте приступать ко второму раунду. Феликс, вы получили преимущество. Теперь вы отвечаете первым на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы, Феликс, не ошибетесь ни разу, вы не предоставите Александру ни единой возможности ответить на вопросы. Феликс, какая самая редкая группа крови? 4. Верно. Феликс, Земля состоит из 3 слоев, которые различаются из-за разной температуры. Каковы его 3 слоя? Назовите их. Александр, кто был первой женщиной в космосе? Пас. Валентина Терешкова. Феликс, где на теле человека больше всего потовых желез? Пас. Нижняя часть стопы. Александр, сколько примерно времени требуется солнечному свету, чтобы достичь Земли? 8 минут, 8 часов или 8 дней? 8 минут. Верно. Александр, сколько костей в теле человека? 203. Очень близко. Александр, 206. Может ли молния ударить по одному и тому же месту дважды, Александр? Да. Верно. Как называется процесс расщепления пищи? Пас. Александр. Пищеварение. Феликс, при какой температуре градусы Цельсия и Фаренгейта равны? 0. Минус 40 градусов. Александр, назовите 4 основных драгоценных металла. Золото, серебро, алмаз. Платина и палладий. Феликс, космических путешественников в США называют астронавтами. В России их называют космонавтами. Откуда? Тайконавты. Китая. Верно. Феликс, какой частью человеческого тела является подмышечная впадина? Пас. Подмышка. Александр, что замерзает быстрее, горячая или холодная вода? Холодное. Горячая. Феликс, как жир покидает ваше тело, когда вы худеете? Через выдох. Через пот, мочу и дыхание. Александр, эта часть мозга отвечает за слух и речь. Это лобная доля. Височная доля. Феликс, какой цвет имеет наибольшую длину волны в видимом спектре? Красный. Верно. Феликс, это единственный вид собак, который может лазить по деревьям. Как он называется? Серый лис. Александр, у кого больше волосяных фолликулов? У блондинов или брюнеток? У брюнеток. У блондинок. Феликс, как называется самая глубокая точка Мирового океана? Марианская впадина. Верно. Феликс, какие острова были тщательно изучены Чарльзом Дарвином? Пас. Галапагосские. Александр, как называется человек, изучающий окаменелости в доисторическую жизнь и доисторическую жизнь, например, динозавров? Археолог. Палеонтолог. Феликс, как называл? Время вышло. Думаешь, набили 20-ку? Нет. Или там надо было одного 20-ка? Значит, может, у нас десятка была. Я не считал просто. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. За второй раунд я задал вам 21 вопрос. При этом Александр дал 3 правильных ответа, а Феликс 4. Это означает, что для вас, Александр, игра, к сожалению, закончилась. Как вы думаете сами, что помешало вам выиграть своего оппонента? Мои знания. Вы расстроились? Нет? Молодец. Это, наверное, стимул для того, чтобы учиться чуть лучше в школе. Правильно? Да. Конечно. Александр, мы вас благодарим за игру. До свидания. До свидания. Феликс, скажите, готовились ли вы специально к нашей игре или пришли с теми знаниями, которые у вас есть, и не пытались дополнительно что-то выискать за несколько дней до игры? Нет, не пытался. Все со своими знаниями. Ну что же, надеемся, что пожелания Александра вам обязательно пригодятся. А пока что мы приступаем к третьему раунду. Феликс, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вам удастся довести счет правильных ответов до 20, вы сможете побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей. Я напомню вам и также нашим телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона.
Феликс, под каким псевдонимом известен писатель Джон Гриффит Чейни? Джек Лондон. Какой драгоценный камень на Руси называли синим яхонтом? Сафир. Верно. Название какой обуви в переводе с французского означает крепкие сапоги? Латы. Подфорты. В каком виде спорта используется удар в сухой лист? Пас. В футболе. Кем служили подчиненные Николая Архарова, которые стали называться архаровцами? Пас. Полицейскими. В состав какого грузинского соуса обязательно входит пряность болотная мята? Пас. В Кемале. Где выпиты имена 72 величайших ученых Франции? Пас. Первый этаж Эйфелевой башни. Какой композитор использовал для общения со знакомыми так называемые разговорные тетради? Бах. Бетховен. Какое русское выражение происходит от названия бельгийского города Мехелен, известного центра колокольного литья и колокольной музыки? Пас. Малиновый звон. В Греции их назвали отцом трагедии и отцом комедии. Гомер. Эсхил и Эрстофан. Сколько раз в сутки подзаводит куранты Спасской башни Кремля? 12. 2 раза. Кто первым получил Нобелевскую премию по литературе? Пас. Сюли Придом. Каков роман Фенемор Купер «Время Пас. вышло»? За финальный раунд мне удалось задать вам 13 вопросов. При этом вы дали только один верный ответ. Разумеется, этого недостаточно. Для вас игра также закончилась. Феликс, какие выводы мы могли сделать по результатам нашей игры? Ну, в принципе, я считаю, я довольно эрудированный, потому что вопросы были очень разношерстные, и на некоторые из разных сфер я все-таки смог ответить. Мы надеемся, что в следующий раз вы обязательно вернетесь в нашу игру для того, чтобы все-таки взять эту вершину. А пока что я могу сказать, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20, и потому покидаете нашу игру. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». Игра, где с помощью ума, азарта и удачи можно выиграть 100 тысяч рублей. Сможет ли это сделать наш следующий игрок? Узнаем через секунду. Это игра «Ума палата». И раз уж мы начали нашу викторину с вопросов по математике, то, полагаю, имеет смысл продолжить в том же русле. Итак, с какого числа начинается ряд простых чисел? Этот вопрос я хочу адресовать участникам телевизионного проекта «На выживание Арыга». Игроки, представьтесь. Добрый день, меня зовут Алексей, актер, блогер, продюсер. Добрый день всем, меня зовут Евгения Щукина, я предприниматель, также являюсь блогером и дизайнером. Алексей, наверняка вы знаете ответ на этот вопрос. С какого числа начинается ряд простых чисел? 12. Евгений, может быть, вы дадите правильный ответ? Понятно. Числа 2. Алексей, вы участник телевизионного проекта «На выживание Арыга». Скажите, что сложнее, выживать там, в экстремальных условиях, или отвечать на вопросы интеллектуального характера? Я бы предпочел проект Арыга. Почему? Все время находишься на природе и получаешь силу. А что страшнее, показаться телезрителям, проиграть в физическом испытании или на вопросы интеллектуального характера? На вопрос. Евгения, вы первой вылетели из проекта Арыга. Какой настрой на нашу игру? Тоже хотите быть первой? Я люблю везде быть первой, неважно с какого конца. Я всегда об этом говорю. Считаете ли вы себя эрудированным человеком? 15 лет назад, да, была эрудированной. 15 лет назад. Это что, школа или университет? Это был университет, институт, и я была свободна. А как дела обстояли в школе? В школе хорошо. Какие предметы вам давались лучше всего? Очень любила, вот, кстати, математику, Но физику. при этом не можете ответить на простой вопрос? Да, потому что вы меня врасплох достали. Я Потому долго- что это было более чем 15 лет назад. это было, да, более. Потому что у меня сейчас другие задачи. Понятно. Игра сегодня покажет, сможете ли вы ответить на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить право отвечать первым на вопросы первого раунда. Итак, приступайте. Вы тоже можете. А там же их 2. Ну, по остаточному принципу. Но это вас и подвело. Алексей, вы получаете преимущество, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал.
В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Первым начинает Алексей. Итак, первый раунд. Алексей, на каком материке находится пустыня Гоби? Евразия. Верно. Евгения, как в русском языке предложение выделяется обращением? Так, пас. Запятыми. Алексей, какая органелла животной клетки имеет наружную, внутреннюю и внутренние мембраны? Это... Ешка. Митохондрия. Правильно. Евгения, как называется неорганическая кислота, которая обозначается формулой H2SO3? Пас. Сернистая. Алексей, какая физическая величина определяется отношением тела к занимаемому объему? Плотность. Верно. Евгения, по отношению к какому треугольнику можно применить теорему Пифагора? Равностороннему. Прямоугольный. Алексей, как называется закон, который говорит, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу объема вытесненной жидкости? Закон Архимеда. Верно. Евгения, к какой системе органов человека относится селезенка? Поджелудочная. Иммунной. Алексей, как называется расположение предметов на рисунке, соотношение их объема, света и тени? Композиция. Верно. Евгения, кто из российских императоров правил дольше других? Так. Сейчас я скажу. Петр Первый. Екатерина II. Алексей, какой элемент цветка называется околоцветником? Пас. Где находятся тычинки пестики? Евгения, как в русском языке называется часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его? Местоимение. Верно. Алексей, именем какого математика названа прямоугольная система координат с перпендикулярными осями? Какой математик? Пас. Декарта. Евгения, какой химический элемент в периодической системе стоит под номером 12? Так. Магний. Верно. Алексей, какое сражение принесло французскому императору Наполеону I сокрушительное поражение? Как там это? Пас. Битва при Ватерлоу. Время вышло. Что это было? Сейчас второй раунд. Да, чулюх. Без меня. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего я задал вам 15 вопросов, при этом Евгения дала 2 правильных ответа, Алексей 5. Алексей, как учились в школе? Ну, были тройки, ага. Так, в конце вот, 11 класса там 5, по-моему. 5 троек. Единственная пятерка? Нет, 5 вообще троек? по ЕГЭ у меня были баллы 98 там набирал. Ну что-то по вашим ответам не видно, что было 98 баллов. Ну, Какой был предмет? Культура. Культура? У нас есть ЕГЭ по культуре? Нет. Понятно, где-то в параллельной вселенной. Евгения, почему так мало правильных ответов? Потому что я долго думаю. Всегда. Итак, переломный момент. Алексей, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд будет длиться 2 минуты. Переход хода в следующем раунде осуществляется после ошибки игрока. Это означает, что если игрок дает только правильные ответы, он не оставляет своему сопернику ни единого шанса для того, чтобы получить вопрос для ответа. Алексей, что означает геницей в ботанике? Так, пас. Совокупность плодолистиков цветка. Евгений, как называлось крестьянское восстание против феодального строя во Франции в 1358 году? Солевое. Жакерия. Алексей, почему Емельян Пугачев не казнил Петра Гринева в романе Пушкина «Капитанская дочка»? Он поблагодарил за ранее оказанную помощь. Понятно. Верно. Евгения, как в химии называется... Алексей, как в химии называется реакция, которая приводит к изменению цвета, появлению запаха или выпадению осадка, что позволяет определить вещества в растворе? Пас. Качественные. Евгения, как вычислить площадь прямоугольного треугольника? Так, умножение 2 катетов и деление на 2. Верно. Евгения, что показывает закон Кулона в физике? Так, это
Соединение электромагнитов. Взаимодействие между Взаимодействие. точечными электрическими зарядами. Алексей – жанр живописи, который изображает элементы повседневной жизни человека. Жизнь. Бытовой. Евгения. В какой стране расположено самое глубокое озеро? Байкал. Верно. Это страна Россия. Евгения. Кто из российских императоров при своем правлении не использовал в качестве наказания смертную казнь? Так, сейчас, подождите. Так. Петровна. Так. Елизавета. Елизавета Петровна. Евгения. Под чьим командованием было совершено первое кругосветное плавание? Так. Мигелан. Магеллан, верно. Магеллан. Евгения, найдите обстоятельства в предложении. Я прилег на траву и зажмурил глаза, глядя на солнце. Назовите обстоятельства предложения. Я прилег на траву. Я на солнышке лежу, да? Что это за обстоятельства? Время вышло. Я на солнышке лежу. Но и на солнышко гляжу. Что это? Задание было найти обстоятельства в предложении, а не вспомнить текст песни. Вот видите, я же говорю, что я долго думаю. Время давным-давно вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Всего во втором раунде я задал вам 11 вопросов. При этом Евгения дала 4 правильных ответа, а Алексей только 1. Алексей, почему такая картина? Очень волновался. А в первом раунде вы не волновались? Ну, хотел поддержать свою подругу Евгению. То есть вы хотите сказать, что вы сейчас ей уступили место? Да, на проекте Ары она мне очень помогла, и вот пришло время тоже помочь ей. Мгм. У нас взаимо. Понятно. Но имейте в виду, что вы отдали свои долги, продемонстрировав настоящее или мнимое незнание. Мужской поступок. Пусть будет по-вашему. Не пожалели, что пришли на игру? Нет, очень много узнал, и хочу вот в дальнейшем тоже на такие проекты, программы тоже участвовать. Но прежде чем прийти в следующий раз на подобные проекты, сначала почитайте книжки. На сегодня все. До свидания. Благодарю. Евгения, вы дали 4 правильных ответа, которые и дали вам возможность выйти в третий раунд. Вы рады? Относительно. Относительно чего? То, что я думала, что я не дойду до третьего раунда. Тем не менее, вы до него дошли. Благодаря чему? Благодаря тому, что я, наверное, неделю делала с дочкой домашнее задание. Помогала ей. Или благодаря тому, что Алексей якобы уступил вам место? Это тоже, кстати, возможно. Возможно, все. Ну ладно, давайте переходить к следующему этапу. Евгения, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума Палата» – 100 000 рублей. Евгения, куда впадает река Лена? Северо-ледовитый океан. Море Лаптевых. Что из перечисленного в концепции души древних египтян отождествлялось с именем человека? Ха, Трен, Ба, Сехам, Ха. К. С именем человека. К. Рен. Флаг какого государства самый многоцветный, если не считать те флаги, на которых помещен герб? Радужный, что ли? ЮАР. Назовите город Ивановской области, известный на весь мир своими росписями. Город Иванов. Палих. Между островами какой страны осуществляется самый короткий перелет в мире, занимающий всего 1,5 минуты? Пас. Великобритания. Как называют старого опытного моряка? Пас. Морской волк. Какую команду дает наблюдатель при появлении вражеского самолета? Бой. Воздух. Время вышло. Все, что ли? Нет. За время игры я задал вам 7 вопросов, при этом вы дали 0 правильных ответов. Я стараюсь. Евгения, первой вы не вылетели, как это было в игре «Арыга». Что было в игре на выживание вам тогда сложнее всего? Там не было комфорта, к которому я привыкла. И я не люблю так
в таких условиях находиться на острове, да, изолирован от всего внешнего мира. На нашей игре вы не вылетели первой, но тем не менее победительницей также и не стали. А здесь вам комфортно было? А здесь, если честно, ну, как Давайте честно. честно, ну как-то мне все равно. Вот, Что помешало вам выиграть здесь? ну, я думаю, что частично, я то, что долго думаю из-за этого, вот это мне мешает. Итак, Евгения, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, и потому покидаете нашу игру. До свидания. Благодарю за игру. Это игра «Ума палата». Денежный приз остался у меня. Он в действительности может достаться кому-нибудь, но уже в следующий раз.